Здравствуйте, друзья! Нет, вы ничего не подумайте, это не членовредительство, я просто пытаюсь сэкономить на собственном питании. Ну, понимаете, наш организм расходует на свое функционирование много энергии. Энергию он получает из пищи, а пища, к сожалению, в последнее время становится все дороже и дороже. Поэтому я решил избавиться от некоторых фрагментов организма для того, чтобы сэкономить в целом. Вот, например, безымянный палец. Ну, от его отсутствия хваткость руки не уменьшится, а расход энергии должен сократиться. Кто сказал, что чушь? Наше правительство так делает. Всех уволю! Всех уволю! На самом деле жителям Якутии сейчас далеко не так смешно, как персонажам в нарисованном телевизоре, потому что перспективы в духе «всех уволю» присутствуют. Правда, называются немного по-другому – «всех оптимизирую». В республике идет процесс перехода на модельное штатное расписание в улусах, в ходе которого необходимо сократить около 11 тысяч штатных единиц, которые считаются лишними. Тема не самая свежая, мы уже затрагивали ее в предыдущих своих выпусках, журналисты об этом пишут давно, а соответствующее постановление правительства и вовсе было подписано в прошлом году. Но именно сейчас пальцеотрезательные новости и перспективы начали доходить и до глав муниципалитетов, в которых, собственно, должны произойти пресловутые сокращения. И началась колотьба по всем набатам. Вон глава Момского улуса Иван Павлов уже чуть ли не волосы на голове рвет от отчаяния. Самому большому сокращению подвергнется Момский район. Будут ликвидированы 3 детсада, школы искусств. Реорганизации подлежат детсады и школы, которые примут статус девятилеток и начальной школы. Только в сфере образования мы потеряем 87 штатных единиц. 87 квалифицированных специалистов, семей. По здравоохранению намечается сокращение 25 штатных единиц. В 2014 году и так было ликвидировано 5 юридических учреждений, в результате которого было сокращено около 40 штатных единиц. Наследия, которые подвергнутся сокращению, сплошь национальные. В их школах ведется обучение родным языкам. Почему конкретно Момский улус попадет под нож, в общем, понятно. Дело в том, что летом в нашей республике с 1 по 5 июля пройдет международная конференция под эгидой ЮНЕСКО. Называться она будет «Сохранение языков народов мира и развитие языкового многообразия в киберпространстве. Двоеточие, контекст, политика и практика». По итогам этой конференции эксперты подготовят ряд рекомендаций по сохранению и развитию языков коренных народов мира и, соответственно, языков коренных малочисленных народов Севера, которые в дальнейшем будут использоваться в научных исследованиях по вопросам формирования и реализации национальной и международной языковой политики. Улавливаете, да? Сокращаем школы, в которых ведется преподавание на родных языках. А затем проводим в июле конференцию в городе Якутске и начинаем заламывать руки. Ай-яй-яй, боже мой, что делать? У нас пропадают языки коренных малочисленных народов Севера. А виноват во всем, конечно же, современное развитие общества и киберпространство. Ну или всех спасет киберпространство. Тут уж как нам повезет. Я знаю юкагирский, но отдельно взятый Момский улус – это отдельно взятый Момский улус. А резьба по штатному расписанию предстоит по всей республике. И дело не только в языковых экзерсисах. Вы, конечно, знаете из предыдущей нашей передачи, а может быть и из других СМИ, что Якутия – страшный лидер во всем, что касается развития. У нас лучшее исполнение бюджета, у нас целый триллион ВРП, у нас первое место по инвестициям в человеческий капитал, у нас высокие темпы роста экономики. Что там еще было? Мы лидеры по инвестициям в основной капитал. Мы занимаем первое место в России по уровню заработной платы, которая как раз на меди подросла с 64 тысяч рублей до 66 тысяч рублей. Одним словом, мы страшные лидеры во всем, что касается развития, темпов роста, экономики и так далее. И из всего вышесказанного победно-лидерского какой следует вывод? Правильно, у нас все хорошо, только нет денег. А потому... Хотя вот премьер-министр Якутии Владимир Солодов не согласен. Не в деньгах, говорит, дело. При реформе в сфере образования не пострадает ни один ребенок. Основная цель не экономия государственных средств, а повышение качества госуслуг в сфере образования. Дело в том, что при росте расходов качество образования в Якутии снижается. Если 5-7 лет назад основная часть результатов ЕГЭ в Якутии находилась в зеленой зоне, то есть была выше среднероссийских, то постепенно количество желтых и красных строчек увеличилось. Так, напрягаем мозг. Ага. Значит, качество образования в республике падает, поэтому надо что? Надо сокращать финансирование на это самое образование. И сокращать заодно школы, педагогов, завучей и так далее. Ну, так-то логично. А главное, ни один ребенок не пострадает, это вот 100%.
Вот придет мама или папа с работы и скажет: сына, меня сегодня сократили, поэтому денег у нас в семье станет в 2 раза меньше. Покупать вещи и сладости мы тебе сможем в 2 раза реже. И в школу ты теперь будешь ездить за 150 километров в соседнее село, где, скорее всего, тебя пару раз отлупят, как чужака. Ну, у нас в школе это называлось обновить. Но ты верь Владимиру Викторовичу, ты не пострадаешь. Маша, так хочется кушать. А вообще, я, кажется, начинаю понимать всю логику наших отцов республики. Это же на самом деле так просто. Хочешь защитить языки коренных малочисленных народов Севера? Упраздняй школы, в которых они преподаются. Хочешь повысить качество образования? Сокращай финансирование, которое на это самое образование выделяется. Хочешь защитить детей? Делай так, чтобы они долгое время находились подальше от родного дома. Хочешь сократить бедность? Сокращай трудовые штаты. Но тогда, если я все-таки возьму и отрежу палец, получается, у меня в организме чего доброго лишние органы появятся? Сколько сейчас? 7. Одна из моих любимых книг «12 стульев». В этом сатирическом произведении есть замечательная глава, в которой Остап Бендер собирает группу зажиточных граждан в учрежденный им же Союз меча и орала и призывает раскошелиться на помощь, как он говорит, беспризорным детям. При этом никто из приглашенных персонажей не понимает, в чем именно он участвует, но все чувствуют пятым местом, что это антиреволюционная, а следовательно в реалиях того времени антинародная борьба, и что придется раскошелиться. И есть там такой интересный момент. Владелец быстрого пака был чрезвычайно с собой доволен. Красиво составлено, решил он. Под таким соусом и деньги дать можно. В случае удачи – почет. Не вышло – мое дело 16-е. Помогал детям и дело с концом. К чему этот экскурс в литературу? Когда ты намереваешься сделать что-то, что может вызвать в недалеком будущем проблемы, последствия и осуждения, главное все правильно преподнести, подать под нужным соусом. И надо отдать должное, наш глава республики Александр Сергеевич Николаев с этим отлично, в отличие от своих подчиненных, справился. Просто блестяще справился. А что касается объявленных сокращений, то я всегда подчеркиваю, что надо вести речь об оптимизации. В первую очередь об оптимизации административно-управленческого персонала. Мы начальников наплодили море и в культуре, и в образовании, и в здравоохранении. По нормативам в каждой отрасли численность АУП не должна превышать 16%, а у нас во многих местах их число перевалило уже за 30%. Я никогда не скрывал и сейчас говорю, что буду добиваться сокращения административно-управленческого персонала и в органах власти, и в бюджетных отраслях. Ну, то есть, по логике сказано, получается, что сокращение затеяно ради того, чтобы проредить число начальников, директоров, бухгалтеров и завхозов. Подача, повторюсь, просто блестящая, ведь СССР уже нет, а классовое мышление у нашего народа никуда не делось. Он, народ, все так же делит мир на эксплуатируемых и эксплуататоров. Просто если раньше были пролетариат и крестьянство против помещиков и буржуев, то сейчас есть просто народ и чиновники. И, согласитесь, грех возмущаться против планов по сокращению чиновников. Но есть один маленький изъян. Если вместе с директором сокращается школа или сельский клуб, то в них сокращаются как бы, все. И ваша планета подлежит немедленному сносу. Не притворяйтесь, будто вы не в курсе. Но даже если бы речь шла исключительно о сокращении начальственного люда, директоров, завучей, завхозов, люди, мы говорим о селах. То есть о населенных пунктах Якутии, где по определению особой работы нет, за исключением сельского хозяйства, которое у нас и так уже наладан дышит. Зачастую зарплата бюджетников и пенсия стариков – это единственные стабильные источники дохода целых наследов. Так что, сокращая бюджетные учреждения и штатные единицы в них, наши власти подрывают то, что у нас называлось, по крайней мере раньше, экономикой села. В связи с этим возникает вопрос, а зачем? Зачем тогда требовалось тратить 2 десятилетия на попытки удержать население в сельской местности? И еще, поскольку люди после сокращения штатных единиц никуда не денутся, живые люди, и это не фермеры и крестьяне, а педагоги, соцработники, культработники, они будут вынуждены искать новые источники дохода, новые источники средств к существованию и, соответственно, потянутся в города и районные центры. Готова ли инфраструктура, транспортная, инженерная, социальная этих городов и районных центров принять такое количество новых мигрантов? Чем они будут здесь заниматься? Мелочь у торговых центров просить? Мелочь. Нет. Мелочь, дай монетку, дай мелочишки, мелочь. Да нет, у меня больше мелочи, у меня нет мелочи. Теперь давайте все вышеуслышанное обобщим. Итак, судя по происходящему, сегодня
Клубы, больницы, школы и прочие социальные объекты на селе – это экономический балласт, от которого заботливые власти намерены республику избавить. Ну, потому что они считают, что мы эти объекты содержим только для того, чтобы предоставлять рабочие места за счет бюджета. При этом до недавнего времени в Якутии именно строительство и ввод новых школ, клубов, больниц и других социальных объектов считался основным направлением комплексной поддержки сельских территорий. Вот и прежний глава республики подтвердит. Егор Афанасьевич, напомните, как там у вас звучало? Селом надо заниматься комплексно, оказывать не только экономическую поддержку, но и делать упор на социальную политику, меры благоустройства. За последние 3 года в сельской местности было построено 145 социальных объектов, включая школы, детские сады, культурные и медицинские учреждения. И вот спрашивается, на кой? Ну на кой требовалось все это делать и строить? Ведь получается, что все эти социальные объекты – это какие-то рассадники паразитов на теле республики. Сидят директора школы, главврачи больниц и сосут кровь бюджетную в финансовых знаках выраженную. И вся надежда только на порядок, который скоро наведет новая власть. Тем более, что Егор Афанасьевич пообещал, что в своем новом качестве, в качестве сенатора Совета Федерации Российской Федерации от Якутии, он этой самой власти мешать не будет. В политической жизни региона, по крайней мере в ближайшее время, участвовать не собираюсь. Я об этом заявил действующему главе республики Айсену Николаеву. И еще раз подтверждаю. Считаю, что в республике должна быть обеспечена стабильность. Она должна сохранять те темпы, которые сейчас имеет. Новое руководство должно себя проявить, себя показать. То, что в Совете Федерации наши интересы представляет сенатор, который обещает не вмешиваться в процессы, происходящие на территории Якутии, это, конечно, круто. Кто-то может сказать, ну, он же только про политику говорил. Ну так вспомните предыдущие годы правления Егора Афанасьевича. Тогда какую тему ни тронь, следовала реплика главы. Не надо политизировать вопрос. Иными словами, все было политикой. В общем, очень достойная позиция на фоне всеобщего, офигевания от происходящего. И поскольку экономическая ситуация надежд не внушает, то надеяться остается только на высшие силы. Благо, есть кому туда информацию передать. Вы же слышали про самопровозглашенного шамана Александра Габышева, который идет пешком из Якутска в Москву, очищая по пути Россию от зла и учиняя везде лепоту и благодать? Не слышали? А он идет. Я считаю себя шаманом, который очищает Россию от зла, от нечисти своими молитвами и шаманскими заклинаниями. Вот такая цель. Дойду до Москвы, и к этому времени в стране будут перемены вследствие моих с Богом молитв и очищений. И народ переменится, и сознание у людей переменится. Пусть у него получится, пусть у него получится, пусть у него получится. Что, уже? Ну-ка. Поручение главы республики Саха-Якутия. О, создать при Министерстве внешних связей управление по делам национальностей со штатной численностью 10 мест. Ага, пошел процесс вспять. Новые начальствующие должности создаются в нашей славной республике. И, конечно же, пока речь идет не о селах и на слегах, а о городе Якутске, конкретно о доме правительства, но ведь лиха беда начала. Чем ближе Габышев будет подходить к Москве, тем больше новых должностей будет появляться в нашей республике. И на них, конечно же, возьмут всех, кого уволили в сельской местности. Я верю. А вы? А вот эти спички говорят, что ты врешь. Ты врешь. А знаете, что-то я передумал экономить на себе вот таким вот образом. Слишком много несостыковок. И дело даже не в том, что новые органы в организме могут отрасти, просто медицину-то сокращения тоже затронут. А после автоампутации пальца помощь медиков может очень даже потребоваться. Поэтому отложу-ка я нож. Это были «Говорящие головы», меня зовут Виталий Обедин. И если сокращения не коснутся еще и нашей передачи, то мы с вами увидимся в следующий четверг.